вот, друзья, работу, которую мне нужно сегодня как бы проделать. Вот, смотрите. Вот. Ой, шумно, конечно. Вот это все куры, которые я должна сейчас замариновать. Так, друзья, 40 кур я уже замариновала. Вот один десяток. Просто хочу вам немножечко показать, что и как. Короче, я вот так вот готовлю. Это адыгейская соль вот такая. Вот. Значит, на 10 кур 2 столовые ложки вот такой вот адыгейской соли. 2 столовые ложки паприки. Вот так вот. Вот такая вот очень красная, хорошая паприка. И сразу же я сюда добавляю, ну, не знаю, сколько будет, 5-6, может быть. Больше просто у меня здесь сейчас не осталось, можно и побольше. Столовых ложек соевого соуса. Немножко растительного масла и перемешаю это. И каждую часть курицы буду обмазывать и ложить в эту кастрюлю. В больших кастрюлях уже у меня обмазанные, как я сказала, 40 кур лежат. Теперь мне нужно сделать их. Так, и значит, я вот просто покажу на двух этих примерах, что я делаю дальше. Так, даже делаю маленький нож. Вы не видели, куда я нож делала маленький? Нет. Вот. Это большой. Маленький я не вижу. Маленький, которым я прокалывала. Тут не было. Грудинку и бедрышки я прокалываю вот так вот острым ножом. В нескольких местах вот делаю проколы, ну, чтобы и маринад лучше туда зашел вот так вот. И чтобы они прожарились легче. И это я буду проделывать со всеми частями. Сейчас я вам пока просто покажу, и потом уже без вас это все будет. И вот так вот эта вот обмазка, она видна, интересно. Вот смотрите, какая получилась обмазка. Вот так вот беру и хорошенечко обмазываю. И в течение, пока вот сегодня не лягу, я несколько раз как бы перемешаю все, чтобы вот что внизу вышло наверх. Вот так вот. Чтобы одинаково пропитались куры. И, наверное, я сегодня, ну, хотя бы кур 10 обжарю, чтобы мне завтра было немножко полегче, потому что 2 духовки. Мне надо к вечеру им, чтобы они уже вечером накрывают на стол. Так, я забыла, что у меня нет микрофона и разговариваю тихо. Ну вот, а это вот просто так вот спинки обмазала и все. Так, друзья, как говорится, первый пробный пошел. Вот первую партию я положу, посмотрю. Уже часа 3 у меня стоит в маринаде. Хочу просто посмотреть на вкус, на что там, соль, чего, как еще можно там добавить или что. Короче, вот первый противень поставлю, посмотрю. Так, друзья, ну и вот пробный вариант моей курочки готов. Не знаю, я немножко ущипнула. Вроде бы нормально. Поджарилась красиво. Сейчас немножко остынет. Еще 2 противня я поставила, правда не удержалась. Еще немножко. И заодно вот, как видите, мою банки, перемыла посуду, чтобы не сидеть без дела, а то, в принципе, могу заснуть. Мои дорогие, добрый день. Дарья Холшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, расскажу немножко вам объем работы сегодняшней. Перед тем, как я сейчас с вами поздоровалась, у меня небольшой ролик впереди, что как я мариную курочку. Поэтому это снято было вчера, поэтому я его поставила, чтобы вы знали. А сейчас я расскажу, что будет дальше происходить, и покажу понемножечку. Дело в том, что у меня, как я уже говорила, заказ на свадьбу. Сегодня суббота. Мне надо пожарить 50 кур. Ну, если точно, то 49. Она сказала, я не считала, не знаю. Короче, как вы видите, куры жарятся уже. И вы знаете, я сначала начала, я уже давно жарю. Вчера пожарила 3 этих вот поднова.
Значит, как я сказала, я пожарила 3. Отключается телефон, перезагружен. Вчера уже 3 таких этих, листа для запекания. И легла спать. А утром встала и с утра начала жарить свои куры потихонечку. Уже почти у меня идет к завершению. Между тем, что как они жарятся, я и разные свои дела поделала. И чеснок почистила, банки еще вчера помыла. Но огурцы еще рвать не успела. Пойду рвать огурцы, друзья. Пока вот будут стоять они у меня в духовке. Уже сделала сыр, и теперь мне нужно еще сделать творог, вы понимаете? От того, что у меня заказ, все мои домашние дела, опять забываю, что у меня нет микрофона, и говорю тихо. Все-таки микрофон это хорошая штука была. Я могла в любую сторону повернуть голову. Дело в том, что, еще раз повторюсь, я микрофон сломала, потому что вышла на улицу и забыла, что он у меня прикреплен, петличка. Мы заказали, я не знаю, как называется, кусочек этого провода, который, типа штекер, который в телефон вставляется. Если подойдет, если будет все нормально и есть такая вероятность, что может не совпадать звук и то, что я говорю, но посмотрим. Просто не хочется покупать еще раз, платить 3000 и покупать новый микрофон. Если эта штучка мне поможет, она стоит только, по-моему, 250 или 350 рублей. На каком-то сайте сказали, 25-го будет. Так что, друзья, немножечко, если вам не трудно, потерпите, не отписывайтесь. А то у меня некоторые подписчики пишут, очень хотели посмотреть, но отписываемся, потому что нет звука. А многие говорят, что звук нормальный. Все, короче, друзья, насчет микрофона сказала, насчет объема работы сегодня сказала. Куры, значит, жарятся. Вот сейчас я вытащу эти, что у меня сейчас жарится. Я немножечко вам покажу, как я их все-таки, как я их укладываю в эти жировни. И как вынимаю, покажу. А потом покажу, как я их укладываю в кастрюлю. Я уже очень много кур остудила, положила в кастрюлю, все у меня под навесом. И благодать сегодня, друзья, у нас как будто бы Всевышний услышал мои молитвы. Холодно. Холодно, не холодно, но не жарко, как эти дни было вчера, позавчера, не такая жара, температура спала. Дело в том, что такой объем кур положить в морозильник мой просто нет там столько места. Он у меня почти полный, потому что заморозок много делала. Да и у меня там еще и гуси, и утки, все такое, и заморозки. Много чего в этом морозильнике, друзья. И я некоторые куры, которые обжариваю, охлаждаю, тоже ставлю в другой, у меня обычный холодильник. Короче, вот так вот, все, конечно, бегом, все на бегу, все быстро, но я от этого не устаю, я не устала. И, алхамдулилла, я как-то вчера ложилась, думаю, выдержу ли я. Во-первых, очень боюсь ответственности. Никогда, опять-таки, друзья, скажу вам, никогда не делала этих заказов, именно на свадьбу, вот таких огромных заказов не делала, кроме заморозок, манты, пельмени, вот это вот я делала. Это работа моей дочери. Просто действительно, чтобы поддержать ее, чтобы ее клиенты все-таки у нее сохранились. И еще раз вам скажу, там кто-то мне в комментарии написал, что я ей ответила, но тем не менее, что она должна жить там отдельно, что она не должна тянуть там мужа, свекра и свою вторую жену мужа. Она их не тянет, она работает для себя, друзья, имейте в виду. У них у всех свои доходы, свои деньги. Я не знаю, как, я не интересуюсь, как, что в общем котле у них, но она не работает на них, просто учтите это, она работает на себя. Поэтому, и клиентов терять не хочет. Клиентов, друзья, мы все-таки набиваем годами по-любому, это ее работа. И не надо чью-то работу, мою, чью-то другую обсуждать и осуждать. Вы же тоже, наверное, где-то как-то работаете, как-то зарабатываете и живете на это. Нам тоже нужно жить, нам тоже нужно что-то покупать, куда-то ездить, покупать лекарства, много чего. А так как если даже была бы пенсия, например, у нее и пенсии нет, у меня это хоть и пенсии, но есть, но тем не менее на эти пенсии, на эти зарплаты вы прекрасно знаете, что сейчас не прожить, и люди по-любому как-то стараются где-то в другом месте заработать, подработать, и это делают все.
Я не говорю, что все меня осуждают, но вот некоторые комментарии есть, почему вы работаете, почему мальчики разрешают вам работать, почему мальчики не делают это. Мальчики работают. Во-первых, они мне запрещают это делать. Даже запрещали сажать огород, запрещали держать корову. Даже они мне курятник разобрали, чтобы я не держала кур, но я их все равно держу. Я просто это хочу. Я пока могу, и я хочу. И мне это доставляет удовольствие, понимаете? Поэтому я никому не грублю, как бы не говорю так, чтобы, ну я отвечаю просто. Сейчас я говорю громче, чтобы было слышно без микрофона. Просто не подумайте, что я кричу. Вот так вот, друзья. И пока мы действительно, я же вам еще раз сказала, что я очень долго сидела, лежала, а то, что я могу, кручусь и помогаю детям, это меня просто радует. Это просто меня радует. Когда-то будет время, что я не буду им должна помогать. Тогда я буду тоже делать как-то, что мне нравится. Вот посмотрим. Может быть, не так утруждая себя, может быть, как-то по-другому, но все равно двигаться нужно. Если бы я вот столько не двигалась, представьте, насколько была бы я полной, наверное. Если при таком движении, при таком темпе у меня все равно вес, то не знаю. И да, действительно, с друзьями кто-то в личку говорил, что на телефоне, кажется, больше вес. Спросила, сколько я вешу. Но у меня 80-82. Обычно бывал 75, но вот эти последние годы, 3-4, вес прибавился. 80-82 килограмма мой вес, рост мой 1,58 м. Так что так, представьте, насколько я полная. И представьте, насколько была бы я полная, если бы я не трудилась вот так вот. Я и отдыхаю, а то, что я показываю, что только я работаю, я же не могу вам показывать, как я лежу, как я сижу, как я там читаю, как я на комментарии отвечаю. Отвечая на комментарии, иногда мне приходится даже час сидеть, отвечать на комментарии. Это же тоже отдых. Я сижу на диване или лежу, или сижу, сижу в кресле и отвечаю на комментарии. Я отвечаю своим подписчикам, которые у меня в личке в WhatsApp тоже. Это же тоже отдых каким-то образом. Отдых и работа совмещаемая. Так что, друзья, у нас и отдых, и работа. И будем действительно, как мне сегодня сказали, как бы благодарить Всевышнего за то, что Он дает нам силы работать, трудиться, что-то делать, чтобы во благо делать, только не плохое, а именно во благо. А я хочу сейчас сделать благо своим детям, потому что я могу сегодня им помочь, и я им помогаю. Что дочери, что сыну, без разницы. Вот какому ребенку будет сегодня нужна моя помощь, эту помощь я буду оказывать. А Танзиле, по идее, от того, что она мне дает заказы, деньги-то все равно зарабатываю я ее просто так поддерживаю, ее, держа ее клиентов. Деньги идут мне. И заметьте, в принципе, не очень плохие деньги. Так что вот так вот, друзья, рассказала я вам немножко, поболтала с вами. И теперь уже за это время, уже, наверное, по-моему, даже и творог, нет, еще не согрелся. Сделаю творог. И все действительно сегодня как-то, я не знаю почему, как, но мне сегодня как-то так вот легко, хочется и работать, хочется что-то делать. Единственное, что я очень боюсь за этот заказ. Вот сейчас у меня еще, наверное, 3-4 таких вот жаровни надо будет поставить. И все, я закончила. До этого времени все, у меня ничего не подгорело, ничего. И вкус вроде бы более-менее нормальный. Мы там немножечко ущипнули кусочек. Но посмотрим, не знаю, друзья. Так, друзья, и вот очередная жаровня готова, кур. Вроде бы красивые. Тебе нравится, Ибрагим? Угу. Так, ну вот, друзья, процесс работы у меня продолжается.
потихонечку уже почти идет к завершению. Хочу просто понемножечку вам показать. Много показывать не буду. Вот. Вот так вот я перекладываю пока вот в такое это блюдо их и охлаждаю. А потом уже перекладываю в ту кастрюлю, в которой, ну, большие кастрюли. Но сначала нужно охладить, чтобы, сами понимаете, куры не пропали. Вот в один ряд я укладываю, чтобы ну, они быстрее охладились. Я сейчас вентилятор выключила, у меня нет микрофона, как вы знаете, я сломала микрофон, я вам говорила. Придется потерпеть, друзья, я знаю, что некоторым очень плохо слышно. Но 25-го обещали мне, что будет. Вернее, даже не микрофон, а ну, запчасть такую. Микрофон пока не хочу покупать. Думаю, может быть, эта часть не поможет. Если не поможет, то микрофон придется еще раз покупать. Ну, вот так вот я охлаждаю. Я вам просто показать это сделала, показала, друзья, что как весь процесс не получается. Сами понимаете, в 3 духовки бегаю туда-сюда. Осталось сейчас немного. И вот так вот, друзья, это все происходит. И вот, друзья, сейчас покажу я вам, как я укладываю на противень. Значит, после каждого раза моется противень, наверное, это, в принципе, вы сами знаете. Сейчас смажу маслом. Масло это у меня, которое вытапливалось. Я его переливаю сюда и смазываю форму. Так, противень, жаровник, чем только я не называю их, друзья. Но, наверное, по-моему, правильнее будет это противень. Так, и скажу вам, что вот когда я вчера мариновала курочек, вернее, вы видели, сколько я там сложила соли всего, но в процессе того, как я вчера на попробу сделала, мне показалось, что соли маловато. И сейчас я вам покажу, что я буду делать дальше. Так, так вот будем укладывать их сюда. Без разницы, какие части. Они там все равно сами разберутся на свадьбе, когда будут накрывать на стол. Так. Значит, ну, я вам на одном противне покажу, чтобы долго не тянуть одно и то же. У меня уже почти 2 противня освободилось. 3-й тоже на подходе. И практически я заканчиваю. По-моему, у меня еще один такой тазик остался, друзья. И скажу вам, что, я не знаю, может быть, я и говорила чуть раньше, когда начинала, что, значит, вот так вот чуть-чуть опять присолю этой же адыгейской солью, ну, буквально немножечко, много не надо. И мне очень захотелось все-таки добавить, у меня вчера просто не было чесночного перца. Мне вот нравится именно вкус этого чесночного перца. Запах, аромат и вкус. Поэтому вот так вот. И вот такое вот масло. Сейчас масло мало. Я снова, ну, это масло, которое из курочки вытопилось. Туда паприку. И обмазываю вот так вот. Я надеюсь, видно. Сейчас немножко сюда поставлю. Вот так вот. И снова перед тем, как запечь, обмазываю вот этим вот маслом. Ну, чтобы более такая красная корочка была. Еще раз повторюсь, очень переживаю. И скажу, да, вот кастрюли вчера вынесла, там поставила под навесом. Было холодно, как я сказала. А утром все-таки я побоялась целый день, чтобы они у меня стояли как бы на улице. Переложила вот в такие вот тазики и все-таки как-то ухитрилась, да поставила в морозилку. Поэтому они у меня уже прохладненькие, холодненькие, я за них не переживаю. Вот так вот, друзья. Один.
Теперь второй вот так же. Но показывать не буду уже, друзья. Значит, и второй противень точно так же буду накладывать, укладывать. Ну и вот, друзья, покажу вам уже последние как бы штрихи. Последние жаровню, последние эти у меня стоят в духовке. Вот так вот после охлаждения. Значит, вот так вот я укладываю в кастрюлю вот эти вот. Так. У меня, к сожалению, сломались мои щипцы, которыми я обычно вот что-то накладываю, укладываю, накладываю. Все не знаю, как правильнее сказать. Короче, нужно мне немножко и по магазинам походить, но вот нет времени пока. Кое-что, какие мелочи для кухни купить. Да и продукты кое-какие нужно вроде бы. На днях съезжу обязательно. Так, вот так вот, уложив этими рядами, я немножечко поливаю маслом, которое, ну не маслом, а жиром, который вытопился от этих курочек при жарке. Ну, чтобы они не высохли, а то не будут они такими сочными как бы. Вот так вот. И дальше ряд укладывается. Все, сюда я больше не буду. Наверное, в принципе, что я хочу показать, вы поняли. Остальное, думаю, нужно уже положить в другую кастрюлю. Вот так вот. Так, ну и вот, друзья, вот мой заказ. Мои клиенты уже подъезжают, поэтому я вынесла сюда под навес. И ну, давайте я сниму и покажу. Вот объем моей работы, как бы. Не знаю, понравится им или нет. Смотри, вроде бы красненькие, красивенькие. Не знаю. Я очень боюсь, друзья. Но когда вы уже будете смотреть мой ролик, уже будет известно, что они скажут. А так бы я сейчас бы спросила вас, а как вам нравится или нет. Ну, сейчас посажу Ибрагима тут немножко, пусть постережет, пока они подъедут. Там минут через 5 они будут. Все. Ой, друзья, после того, как с духовками работала, аж свежий воздух, так хорошо. Так, ну вот мой огород. Уже, конечно, не очень-то, но какой есть. Так, упустила я вот эту вот брокколи. Почти зацветает. Значит, капуста уже завязывается. Вот брокколи надо. Ну, вот видите, немножко болгарки, немножко помидорчиков. Всего понемножку. Так, значит, огурчики я вижу уже и здесь огурчики в новых рядах. Я видела утром, забегала на минутку. Ну и здесь висят, некоторые переростки висят. Я уже тоже третий день не собираю. Ну, сейчас быстренько соберу и посолю. Ой, как хорошо действительно свежу. Я даже ничего не думала, что так там душно у меня. Видите? Вот огурчики. Вот они. Конечно, уже все. Можно сказать, уже последние. Ой, смотрите, какой огромный. Так. Вот симпатичный такой. Ну, есть еще вот маленькие завязи есть, как видите. Совсем маленькие есть. Видно. Вот. Ну, сколько будет, столько будет. И у меня был вопрос сегодня. Как вы поливаете? У меня капельный полив, друзья. Да, в принципе, огурцы, да и все растения тоже
Конечно, желательно поливать такой отстоянной водой, но у меня такой емкости, конечно, нет. Небольшой бы огород, конечно, можно было бы там набрать воды, а для моего огорода воду набрать нужно большие емкости. Вот такие вот огурчики. Вот. Ну все, друзья. Говорю, ну все, и все-таки хочу еще показать огурчики маленькие. Ну, висят еще маленькие огурчики. Сейчас быстренько нарву и все. Так, ну вот, друзья, вот эти 2 ведра и эти салатные огурчики я нарвала, как видите. И это только 2 ряда. Мне надо еще 4 ряда нарвать, поэтому я сейчас быстро отдам телефон Ибрагиму, чтобы он смонтировал мне ролик. Успеет ролик сегодня зайдет, нет, так завтра. Вот так вот, друзья. Как его? Заказ тоже я отправила уже. Вроде бы визуально были довольны, а там посмотрим. Ну вот так вот, друзья. Всем вам мира, добра, благоденствия. Всем вам здоровья. И огромного вам спасибо за ваши подписки, комментарии, лайки, за все, что вы желаете мне хорошего. Я вам тоже от души желаю. Ну вот как-то так сегодня.